Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде состоялась церемония возложения цветов к памятнику Гагарина. Туркменсвязь станет официальным спонсором международной конференции космических технологий. Технопарк Лебапсу Ходжалык пополнился новыми машинами японской фирмы Камацу и другие новости. Международный день полета человека в космос на территории отдела образования, науки и культуры посольства Российской Федерации в Туркменистане состоялась церемония возложения цветов к бюсту Юрия Гагарина. В торжественном мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации, преподаватели и учащиеся совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени Пушкина и журналисты. В Ташкенте пройдет международная конференция космических технологий «Центральная Евразия-2023». Официальным спонсором конференции станет агентство «Туркмен Арагатнашик». В работе конференции примут участие более 200 профильных экспертов и глав космических агентств из 12 стран. Ее участники получат возможность приобрести новые знания в космической отрасли и укрепить международное сотрудничество в данной сфере. Партия новой техники поступила в производственное объединение Лебапсу Ходжалык. 6 бульдозеров и 12 экскаваторов японской фирмы Камацу. В ближайшее время здесь ожидают получить еще 15 единиц новой техники. В Лебапском вилаяте налажена разветвленная сеть водных сооружений. Общая протяженность оросительных и коллекторных систем превышает 14 850 километров. Деятельность ПО Лебапсу Ходжалык в основном направлена на обеспечение тружеников села водой, проведение мелиоративных работ, предотвращению процессов засоления почвы. Работники производственного объединения с помощью надежной техники ежегодно на тысячах километров углубляют дно каналов и арыков, очищают их от ила, оседающего на них. С помощью мобильного приложения Чапар жители Туркменистана могут оплатить услуги онлайн-кинотеатра «Билет фильмы» спутникового телевидения ЛМ-ТВ. Сделать это можно двумя способами – банковской картой системы Алтын-Асыр или с баланса мобильного телефона ТМСЛ. Разработчики Чапар, компания почтовой связи Туркменпочта, продолжают работать над усовершенствованием и расширением функционала мобильного приложения. На сегодняшний день через Чапар жители Туркменистана могут оплатить коммунальные услуги, кабельное телевидение, вызвать курьера для отправки почты, заказать воду и многое другое. 22-я универсальная международная выставка «Белый город Ашхабад» в 2023 году состоится 24-25 мая. Выставка пройдет на территории торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде по адресу проспект Чандыбиль, дом 143. Ежегодный форум приурочен ко дню города Ашхабад. В нынешнем году в выставке будут продемонстрированы достижения и потенциал туркменской столицы в области градостроительства, индустриальной, культурной и интеллектуальной области, а также ее значительные социально-экономические возможности. В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий. Море дружбы». Мотоколонну торжественно встретили в Астраханском Кремле. Участники мотопробега преодолели 5000 километров дорог, посетив Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Республику Дагестан. В рамках мотопробега губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел встречи с официальными лицами прикаспийских государств. Пообщался с представителями молодежных организаций, был подписан ряд документов о сотрудничестве. Телеканал HBO снимет сериал по книгам о Гарри Поттере. По словам генерального директора HBO Кейси Блойса, сериал будет сниматься в строгом соответствии каждой из 7 книг Поттерианы. Причем каждой книге будет отдан целый сезон. Автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг также будет принимать участие в производстве сериала в качестве исполнительного продюсера. Испанский «Реал» победил английский «Челси» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. На 59-й минуте защитник Челси Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Ответный матч 1/4 финала команды проведут в Лондоне 18 апреля. В полуфинале сильнейший в паре Реал-Челси встретится с победителем противостояния Манчестер Сити-Бавария. В другой встрече игрового дня Милан на своем поле переиграл Наполи. Встреча прошла на Сан-Сиро и завершилась со счетом 1-0 в пользу красно-черных. В составе хозяев победный мяч забил Исмаэль Бенасер. Наполи завершал матч в меньшинстве. Полузащитник Андре Замбо-Англиса был удален с поля за 2 желтые карточки. Ответный матч 1/4 финала команды проведут в Неаполе 18 апреля. В полуфинале сильнейший в паре Милан-Наполи встретится с победителем противостояния Интер-Бенфика. Напомним, финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.